На базе общественного центра поддержки «Сосногорск Донбассу» прошла встреча ветеранских организаций города. Координатор центра рассказал о недавней поездке в зону проведения специальной военной операции, в рамках которой был доставлен необходимый гуманитарный груз. Амуницию, теплые вещи, продукты питания и медикаменты, а также рисунки и письма детей собирали не только жители нашего района, но и соседних – Троицко-Печорского, Усть-Вымского, Усть-Цилимского, Ижемского. Мы не единожды составляли, скажем так, наш конвой от Ижемского района для наших парней, которые находятся в зоне СВО. Передавали мы разными путями. Мы передавали вот последний раз через Сосногорск, до этого было через Усть-Кулом, до этого было через администрацию республики, через боевое братство Афганистана, это было через Ухту, то есть разные пути, поэтому не первый раз. Единственное, что, конечно, хотелось бы, может быть, самим тоже там побывать, пожать руку нашим землякам и сказать им большое спасибо за то, что они делают. Конечно же, каждая посылка имеет очень большое значение для человека, который находится в зоне специальной военной операции. Потому что это тепло родной земли, тепло родных и близких, которое передается этой посылкой. Тем более очень много у нас людей, которые не только приобретают какие-то продукты питания, вещи и отдают, а они еще сами вяжут, что-то делают своими руками и тем самым передают тепло своей души именно в то, что передается уже в зону специальной военной операции. Большую работу ведут и общественные организации. В Сосногорске их несколько. Это Совет ветеранов, местное отделение Боевого братства и Союза ветеранов Афганистана, а также ряд других. Но вот юридический статус имеют лишь единицы. Поэтому по предложению исполняющего обязанности главы Сосногорского района с конца прошлого года прорабатывался вопрос о создании некоммерческой организации, которая объединит под своим крылом ныне действующие. Данная организация будет заниматься общественной деятельностью. Это прежде всего для чего нужно? Для того, чтобы у организации был свой счет, для того, чтобы она могла участвовать в различных грантах для занятия патриотической деятельностью молодежи. Это одна из основных тоже задач. Сбор, как говорится, гуманитарной помощи для наших бойцов, которые находятся, для наших земляков. Это и работа, многие направления, на самом деле, очень много. Единогласно был избран руководитель Владимир Владимирович Жигунов. И это понятно, потому что он с первых дней занимается данной работой и очень активно. Союз ветеранских организаций, а именно так будет называться новое НКО, получит юридический статус. Это открывает новые возможности и позволит напрямую участвовать как в республиканских, так и федеральных программах или грантах. Сегодня это как-то актуально даже для формирования добровольческого такого помощи, например, Донбассу, любой из этих грантов, он был бы тоже подспорьем. На первом собрании было избрано правление, в состав которого вошли представители действующих ветеранских организаций. В самое ближайшее время начнется процедура регистрации НКО. Павел Дорников, Вести Тимана, Сосногорск. Исполняющий обязанности главы Сосногорского района встретился накануне Международного женского дня с женами и матерями участников специальной военной операции. Поздравляя любимых женщин-защитников Отечества, Ильдар Махмутов поблагодарил их за мужество и стойкость. Мужей, сыновей, братьев и отцов ждут с победой не только их родные, но и весь Сосногорский район. Мы все это надеемся на это, мы молимся за это. И, конечно же, вы здесь сидящие еще в большей мере это все осознаете, потому что вы переживаете каждый день, каждый час. Мы тоже сопереживаем, мы тоже знаем, что это такое. Поэтому я думаю, что все вместе мы дождемся, и придет это время, придет этот час, когда они вернутся все живыми и здоровыми, и дождемся их.
Накануне праздника родственницы бойцов получили традиционные цветы и творческие подарки. Но не это стало главным сюрпризом дня. Организаторы встречи обеспечили прямую связь с бойцами на передовой. Благодаря современным технологиям герои смогли пообщаться с родными, которые с нетерпением ждут их дома. Хотели поздравить наших дорогих женщин с наступающим 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, самого большого терпения. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Ваши теплые слова греют наши сердца. И спасибо большое, что вы у нас есть. Победа будет за нами. Мы скоро вернемся домой. У нас все хорошо. Особо не переживайте. Удачи вам, действительно. Ждем мы вас очень всех. Спасибо, что вы пришли. Еще несколько весточек с фронта прозвучало в фильме, отснятом активистами общественного центра «Сосногорск Донбассу» во время их поездки на передовую с гуманитарным грузом. Когда-то слова поддержки защитники Отечества и их родные могли прочитать лишь на клочках бумаги, сложенных в треугольник. Сегодня благодарность за ратный подвиг и защиту мирного населения можно высказать в прямом эфире. Хотел бы тоже вас всех поздравить. Вы молодцы, вы поддержите своих ребят. И не только кто здесь находится, это и все женщины, и мамы, и сестры. За все, что вы делаете, спасибо. С праздником. Крепкого здоровья, и чтобы ваши ребята вернулись живыми и здоровыми. Для вас, я думаю, это самое главное. За чашкой чая, кстати, встреча в таком формате прошла не впервые. Родственницы военнослужащих пообщались с руководством муниципалитета, а также представителями общественных организаций. Наступили непростые времена, но жители России знают, как побеждать врага. А залог победы в единстве. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорск приехали гости из Сыктывкара, студенты хореографического отделения Коми-Республиканского колледжа культуры. Они прибыли по приглашению руководителя отдела культуры районной администрации и выступили с абсолютно новой программой. Жителям и гостям города Сосногорска мы привезли уникальную программу. Она была составлена специально для этой даты, для этого случая. Это студенты хореографического отделения, почти 30 человек. Часовая программа, состоящая из номеров классической хореографии, народной хореографии и, конечно же, современной. Молодежь ее очень любит. Среди выступающих студентов были и сосногорцы, в том числе выпускницы детской школы искусств. Преподаватели учебного заведения отмечают, что для их воспитанников этот концерт может послужить мастер-классом, и, возможно, некоторые задумаются о поступлении в колледж культуры. Полезное мероприятие даже в качестве профориентации для наших учащихся. Будут понимать, что из себя представляет учеба. Вот сейчас документальный фильм показывают как раз, просмотр. Интересно. А выпускников колледжа культуры хотели бы видеть в Сосногорске в качестве молодых специалистов. Муниципалитету нужны хореографы, хормейстеры и преподаватели в школу искусств. Поэтому встречу с сыктывкарцами можно рассматривать и как работу по продвижению кадровой политики. В прошлом году в Сыктывкар мы со своей делегацией ездили, проводили беседу со студентами колледжа культуры, с выпускниками, так сказать, привлекали их в наш муниципалитет, зазывали. В прошлом же году мы приняли участие в культурном онлайн-марафоне, который был организован колледжем культуры. Мы рассказали о нашем городе, о значимых мероприятиях, направили информационные письма о вакансиях, о заработной плате, о мерах соцподдержки, которые мы предлагаем на территории нашего муниципалитета. Большинство номеров концерта были поставлены самими студентами. Георгий Андреев учится на последнем курсе и руководит собственным танцевальным коллективом в родной Печоре. Впечатления от обучения в колледже у него самые положительные. Все абсолютно преподаватели у нас разные. У каждого своя школа. У нас там есть как московская школа и питерская. Она совершенно отличается. Вот. У каждого педагога свой подход. Тоже как бывает, кто-то больше к строгости, кто-то больше к поощрению, но и у тех получается идеально сделать. Очень много студентов потом выходят именно артистами. Студенты колледжа планируют выступить с этой программой и в других городах региона, прежде всего в тех, где они родились и выросли.
Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.